11, 12, 13, 14, 7, 8. Раз внизу, 2 вверху, раз, раз вниз, 2, раз, 2, раз, 4, раз, 5, раз, 6, раз, 7, 8.
зачищает местность. А зачищать местность, это значит, из любого куста выскочит кто? Да. Поэтому мы здесь с вами это и обучаемся этому делу. Харламов уже 32 года это делает. И все равно 50 вы- еще в итоге бежит, по ней стреляют, шмаляют, а она бежит в рукопашку. Бессмертный воин наш. Традицией военно-патриотического клуба «Пересвет» на полевых выходах стал ритуал под названием «Огонек». На котором вы расскажете свои впечатления о прошедших 2 днях нашего лагеря. Правила огонька. Первое. Когда кто-то говорит, все молчат. Тишина полнейшая. Уважаем друг друга, уважаем себя, слушаем друг друга внимательно. После того, как кто-то сказал, высказался и начинает передавать, передаем ему сегодня шеврон. Чтобы его поблагодарить, мы не хлопаем, мы вот так вот шуршим ладошками тихонько, чтобы его поблагодарить. Главное соблюдать тишину. Мы не переговариваемся. Уважение друг к другу. И все. Ваша задача вот высказать, что понравилось, что, возможно, не понравилось. Может, поблагодарить кого-то. Может, Что еще хотите? да, что видеть еще в этом, хотите увидеть лагере? в лагере? Какие у вас желания еще, которые в дальнейшем вы хотите, чтобы они осуществились в лагере? Все, начинаем, наверное, в эту сторону. Наверное, самое прикольное для меня сегодня было это, выстрел. Давно не слышала просто. Ну и все, в принципе. Пока на первый день ничего, не могу сказать больше. Приехали в понедельник, первый день был упрощенный, так скажем, потому что в основном ставили лагерь. На второй день уже появился какое-то движение, то есть начали стрельба, учения, что-то начали показывать, физподготовка, и надеюсь, так пройдет дальше до конца слета. Да, с первого дня было все нормально. Ставили палатки, рассаживались. На второй день, да, началась движуха. Но только не надо забывать, что вчера ночью тоже стреляли 3 раза. На последние 2 раза охотники стреляли. И это сильно нанервировало. Как будто инструктора решили всю ночь нас прогнать. Серьезно. Мне понравилось, как мы сегодня штурмовали террористов. Я хочу, чтобы мы сходили в баню и нам привезли тир. И поиграли в стрельбу. Это как Деду Морозу. Он услышал тебя. Вообще, за эти 2 дня мне понравилось, в общем, все. Вообще, нравится мне в этом походе то, что здесь практически все как в настоящей войне, можно сказать. Жду я стрейкбола, если, я надеюсь, он будет. Ну, все. Вчера мы ставили палатку. А сегодня штурмовали террористов. Мне, в принципе, все понравилось. Понравилось, как мы штурмовали террористов. Понравилось, как мы купаемся в речке. Мне все понравилось. Заниматься палками, штурмовать террористов. Строить палатку. Купаться в речке.
Я здесь только первый день, и то, ну как бы просто, но мне здесь все нравится. И когда стреляют, пих-пах, все круто. Мне понравилось то, что я завела много новых знакомств, узнала много новых интересных проведений времени. Понравилось бегать от оводов. В общем, было весело. Мне здесь понравилось все, но особенно мне понравилось, что мы познакомились с новыми девчонками. Мне нравится еще, когда мы купаемся в речке. Ну, всё. Катя, Анатолий, Я первый день вижу, что режим самоизоляции дал о себе знать. По всем это видно. Но думаю, что за эту неделю вы все вспомните то, чему мы тренировались, учились, чему мы вас учили. Вспомните предыдущие года и будете продолжать в том же духе. Я здесь второй день, как будто бы уже неделю. Едите вы больше, народу меньше. Я уже устала, нервы не сдают уже потихоньку. Но мне сегодня понравилось тоже купаться, потому что во время вашего тихого часа мы с Максимом Анатольевичем, с нашими детьми купались. Это было здорово. Не-не-не-не-не. Нет. Все правильно, да, все правильно держим. Ну, я вообще сегодня здесь первый час. Мне вообще все здесь нравится. Вкусный чай, Катя, спасибо огромное. И вообще вы молодцы, конечно. Я за вас за всех рада. Вы должны все равно расти настоящими мужчинами. И девочки тоже должны как-то закаляться. Ну, в общем, удачи вам всем. Я буду приезжать к вам в гости. Нет. Дальше. Тоже здесь первый раз в таком лагере. Все так дружно собрано. Будем вас почаще навещать. Да, я просто так завершу, мы просто вам будем привозить еду. Из-за этого вам придется нас видеть каждый день. Вот, а так все замечательно. Все молодцы. Ну, и это второй день. Первый день, конечно, очень понравилось. Особенно понравилось играть с вами со всеми. Ну, правда, вам не очень нравится, но все равно играли мы с вами. И все знакомые, так не всех запомнил. Там немножко осталось. Вот. Потом закрытым еще раз. Но второй день очень понравился штурм. И купаться понравилось. А так все. Мне понравилось ходить на речку. Ну, штурмовать. Было классно. Ну, мне понравилась сегодняшняя пробежка с горы, когда, или это было завтра, уже не помню. Вчера. Бежали со всей очень быстро с горы. Давно так сильно не бегал. Мне понравилось купаться, очень полюбил. Я вот сюда вот ехала, чтобы давно я не купался, и вот вспомнил. Надо бы покупаться в речке хорошей. И вот покупался, понравился штурм. Тоже понравился. В крапиве успел полежать. Еще мне понравилось. Ну, я тут впервые, но в поход я хожу второй раз, и сама местность мне довольно нравится. Вот так все удобно. Еще мне понравилось сегодня, когда мы ходили туда тренироваться, отжиматься и подтягиваться. Ну, и вроде бы тут все. Мне нравится. Можно было, если остаться на подольше, останусь. Будущий писатель. Первый день мне очень понравился. И ночью, когда была тревога первая, мне понравилось. А потом, когда вторая, я думала, что каждую минуту будет тревоги. И когда охотники, я вообще уже думала, что каждую секунду будет. А второй день мне тоже очень понравился. И мне очень нравится купаться. Сейчас. В первом дне, когда мы сюда шли, я невезучий, потому что у меня лямка порвалась на рюкзаке. Пришлось в одну нести.
во второй день мы шли на речку. Речка тоже понравилась. Особенно как тетя Катя готовила. На речке? Не на речке. Но в первом дне так все понравилось. Уже это 3-й раз хожу в поход. Нечему удивляться. Ветеран. Ветеран. Ну и все, мне понравился очень сильно поход. Он еще не закончился. Я здесь уже второй день. В поход хожу не первый раз. Впечатлений как бы таких нету. Все уже видел, знаю, как бы прошел. Хочу сказать, что подрастающее поколение молодцы, ходят, занимаются. Вот. И хочу извиниться вот перед вами что за сегодняшнюю ночь. Извините, что мы шумели сильно. Вот Вы меня извините, у меня сегодня потом был срыв. Да, зашумел. Я поехала домой. Нажарила 70 оладьев. Повторюсь за тетей Катей. Второй день как неделя. Ну это ладно. Мне здесь очень все нравится. Я как бы уже не первый раз. Тетя Катя помогает на кухне. Мне нравится готовить для вас. И то, что новые лица, новые знакомства. Тоже все нравится. Всем спасибо. Ну как у нас Анатолий сказал, что коронавирус дал свое. Половина забыли. Очень долго будем вспоминать. Ну, вспомним. Кто с головой не вспомнит, тот руками вспомнит. Как знаете, да, поговорку? Через голову, через руки, через ноги дойдет. То есть ничего. Вспомните, навыки остались. Вспоминайте медленно, но упорно. Молодцы. Мне понравилось, когда мы ходили купаться, когда нас штурмовали лис и еда. Еда всем понравилась. Мне больше нравится, как я в этом походе не впервые. Мне очень нравится, как готовит тетя Катя. И опять голодок. Поменяй фамилию. Сытый, посытый. Мне очень только хочется, чтобы привезли страйкбол поиграть. Он уезжал. Ну, все понравилось. Вот в первом дне, что было в первом дне, когда мы раскладывали палатки. Ну, как бы вот эти 3 месяца или у кого там 2,5 дают знать как бы, ну, в этих 4 стенах. Я сюда поехал, чтобы выбраться из дома, почувствовать новые ощущения. Ну, в принципе, мне все понравилось. Но вот командиром я как бы вообще первый раз в жизни. До этого был либо заместителем, либо еще что-то. Ну, я думаю, как бы научусь со временем. Либо так духом. что это вроде бы сложно. Понравилось всего, ну, от мытья бидонов до стрельбы. Все старшие проходят через это. Все старшие, да, все. Я посещаю такое мероприятие 4-й раз. Большое спасибо тем людям, кто завозит до нашего захода сюда, ставит лагерь. Потом, когда мы приходим, что-то доделываем. В принципе, как всегда, первые дни самые тяжелые. Непонятно, что, куда, чего, куда бежать, какая программа. В этом году солнышко нас тут ждет, поэтому больше вы сидите, отдыхаете, чем чем-то занимаетесь. Но я думаю, это мы победим. Будем теперь утром спать, ночью будем все мероприятия проводить. Ну, холодно было. Вот. Кухня у нас, да, кстати, Яна прямо вообще ждет. От кухни ее не оттащить. Я думаю, что она в скором времени заменит Екатерину Александровну. Да, поработаю в бухгалтерии, можно? Будет один день через день работать. Вот. Инструктора тоже молодцы, помогают. Каждый чем-то занят. В общем-то, бойцы тоже уже не первый раз ходили. Гораздо легче что-то объяснять, ставить задачи и более-менее выполняют. Но, как всегда, приходится командиров сначала подучить,
чтобы они научились командовать отделениями. Я думаю, к 3-му дню мы все наверстаем и будет у нас отлажено все до мелочей. И в субботу многие не захотят отсюда уехать, мы их оставим на следующий год. Как ту партию, которая не уехала в том году. Все, спасибо. Меня зовут Катя, я вырвалась от учебы, и поэтому я очень рада, что у меня все-таки получилось хоть на 2 дня, но приехать сюда, разгрузиться. Вы все большие молодцы, видно, что вы растете на глазах, взрослеете и продолжайте. Ну что, подытожу сегодняшний день. Сегодня мы сутки как здесь, да, с вами. Что мне, как вы скажу сначала, что мне понравилось? Мне понравилось то, что я вижу 2-й, 3-й раз и 4-й раз. Некоторые лица одни и те же. И я надеюсь, что мы с вами еще долго будем совместно и доведем вас до логического завершения, до того, как вот ваших старших товарищей мы отправили в элитные части, и они оттуда пришли сформировавшимися человеками окончательно. Вот, я на это надеюсь. Я надеюсь, что наш ветеран-философ 3-й раз в походе, все-таки после 3-го похода разок-другой подтянется все-таки на турнике. Мы будем над этим работать. Вообще я вижу, что раз детям все нравится, значит мы не дорабатываем. Надо сделать так, чтобы меньше нравилось. Вот. Ну а что мне не понравилось? Мне не понравилось то, что у нас в 2 раза меньше, чем в прошлом году, и в 3 раза меньше, чем в позапрошлом году. Тенденция удручает. Но как я всегда говорил вам, многим из вас, кого набирали мы новичками когда-то, что из 20, из 30 у вас сегодняшних здесь в строю останется 2-3 максимум. Но те 2-3, кто останутся, и будут зернами. Эти зерна, где потом упадут, они должны прорастать и вокруг себя делать такое же движение. Не засыхать, превращаться в общей массой, а становиться лидерами, брать на себя ответственность. Если вы попадаете в какие-то другие общества, становиться там лучшими. Вспоминать, чему вас учили. Даже, допустим, в армии станете командиром взвода или заместителем и так далее, и так далее. То есть вы должны быть лучшими. Мы над этим будем работать. Не стесняйтесь делать шаг вперед. Не стесняйтесь двигаться к человеческому облику. Не уставайте этого делать. А то вот правильно, как мои друзья мои и наставники ваши сказали, что-то вы расслабились после этого режима изоляции. Так что вперед, вперед, еще раз вперед. Все, спасибо всем. Девчонка плачет, а парнишке другое снится. Автомат да вагон удачи, чтобы бой, чтобы ветер в лица, чтобы он давно пропустит. Не бывало еще ни разу, завтра встанет да песню в зубы. Мать обнимет и прыгнет в тазик. И вместо прощания, махнув из окна загорелой рукой, рванется туда, где в дыму в слезах начинается бой. Звезды горят вместе с небом, а дыма не видно низги. Где за лесом речка, а за речкой фронт, а за фронтом враги. Враг всегда остается врагом, не дели с ним хлеб, не зови его в дом. Даже если пока воздух миром пропах, он пока спокойно растет и враг. Если он, как и ты, не пропил свою честь, враг не может быть лучшим, он будет и есть. Будь уверен, прицел и не дрогни рука, ты погибнешь, когда пожалеешь врага. Черт с ним, он убивает слова, кругом голова. Уже разносит слова по дворам, что между нами чего-то. О чем с тобой говорить, потеряли нить. Быть с собой перестать, спать. Не сверить на глаз, а сейчас зачем мы давим на тормоз, не нагад.
потрошок. Я бухой без вина, твоя вина. Теперь знает страна, да темна, им донесут обо всем на FM волнах. Я помню белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. Кто мы, откуда задвигаем шторы, копье, плюшки, стыд. Объясните теперь нам, актеры, почему я на ней так сдвинут. Но мне пора. Если выход один впереди, то почему это холод, то жара? Раскладывать по местам, и я устал. И поворачивать вспять, ну вот опять. Прикосновения плавили мой металл. Ты элемент номер 5, не дать не взять. Идет к финалу игра в этот раз. А ты все так же молчишь, я говорю. Минут 15 осталось до утра. Не вызывай, так словлю и свалю. Попробуем замочить, не ворочить, мобильные номера постирать, а уходить